Доброго времени суток. Такой вот клиночек еще получился. Так, я фокусирую маленький. Фокусируется плохо. Но это вот такой вот рисуночек примерно получился. 9 ХС клиночек. Такой вот долг, как всегда. И вот, значит, это, такой вот был момент, что вот многие говорят, что у якутских ножей вроде как не от рукоятки должен начинаться, а ну типа вот после рукоятки, чтобы он вот так вот как бы был. Но я делал тоже так. В принципе, немножко сложнее это делать, но многим так нравится, просят меня люди так делать. И не знаю, как правильно, как неправильно. Мне кажется, и так правильно. Главное, чтобы работало. А вот дело в том, что вот тут минимум у меня кромки, то есть большую часть плоскости вот этой вот дол занимает. И вот этим самым легче правиться. Это вот, кстати, штучка такая, отрезана от этой гильотина, так называемая, которая вот металл режет. Она подлиннее, видать, была. Мне вот люди принесли, сказали, что металл хороший на ножи, типа, ну тут почитал про нее, там куча разных марок стали, поэтому не знаю, вот применение нашел. Правлю об нее. А со стороны дола вот обремешочек такой. Просто. Все как бы быстро, ну и проверить немножко, как режет. Это вот рог лося. То есть если косточку где-то заденете, ничего ему не будет особо. Опс. Когда вот по деревяшке строгаешь, что-нибудь бывает, то, ну это без ручки сейчас мне неудобно, конечно. Но факт в том, что вот дол чем удобен, что он здесь вот сопротивления не имеет. Видите, он как бы мимо обходит его дерево. Из-за этого рез такой. Поэтому вот я долы делаю не символические и не фрезерованные, как бы легче фрезеровать. Это намного легче, чем отковать. Но тем не менее вот такие вот делаю, широкие и глубокие. Это вот сухая кожа, покажу. Так, ну и по газетке маленькие. Видно, да, примерно как сделать? Ну там его еще в принципе править и править надо. Это я же говорю, это никакими не камнями импортными, ничего. Вот такой вот железкой я наточил. И таким вот ремешком, и все, в принципе. Так, в общем, всего доброго. До свидания.